Европейский Сабантуй, праздник плуга с сельских полей, перебрался в самое сердце Франции. Прямо под Эйфелевой башней на этой неделе собрались тысячи людей, чьи корни связаны с татарским народом. Как татарский праздник может повысить туристическую привлекательность Казани и как французы плясали под Алмагачлары, репортаж Алмаза Гветова. Такого татарского гостеприимства здесь, в столице Франции, пожалуй, не ожидал никто. Со всего мира и континента приехали более 1000 татарских общин, деятелей культуры, а также спортсменов. Кстати, первый Сабантуй здесь проводился в 2009 году. Тогда на этом же Майдане собралось всего 30 человек. И никто не ожидал, что через 9 лет этот праздник превратится в настоящее массовое торжество. И с каждым годом количество гостей Сабантуя увеличивалось. И так не только во Франции, во многих городах Европы, Америки, Австралии представителей татарских общин становилось все больше и больше. На поляне никого не находилось. И сын мой вырос в Татарстане, он родился в Татарстане, он привык: мама, а где же праздник, наш грандиозный любимый праздник? Я говорю, значит, мы первые заложим здесь камень. Нас надо продвигать нашей культуры, это же тысячелетиями культуры. У россиян там, только у татар была такая древняя культура. Международный Сабантуй – отличная возможность для продвижения национального вида борьбы куряш. После универсиады и нескольких чемпионатов мира впору задуматься о включении борьбы в программу Олимпийских игр. Наша национальная борьба впервые о себе так серьезно заявила во время универсиады в 2013 году в Казани, когда ее включили в обязательную программу. Вклад в проведение Сабантуя в Париже – это и огромный вклад в развитие туристической привлекательности Татарстана. Заявив громко на весь мир, смело можно рассчитывать на заинтересованность со стороны мировой общественности. Этот праздник, он исторически сложившийся, да? И мне приятно, что Татарстан чтит, что европейские страны, многие 12 стран присутствуют здесь. Это дань не только уважения и традиций, но и последовательности, имеет воспитание. Большое дело воспитания именно подрастающего поколения. Теперь ждем 2024 год. В случае победы Парижа, как хозяйки летней Олимпиады, Марсово поле снова может окунуться в татарский национальный колорит. Алмаз Гветов, ТНВ, Париж, Франция.